Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Курбангулы Бердымухамедов сделал запись в книге соболезнований в посольстве Ирана в Ашхабаде. Туркменский посол встретился с премьер-министром Грузии. Давлетжану Яхшемурадову исполнилось 35 лет и другие новости. Национальный лидер туркменского народа Курбангулы Бердымухамедов посетил посольство Ирана в Ашхабаде и выразил соболезнования представителям соседней страны. Отметив, что в братском Иране произошла тяжелая трагедия, председатель Халк Маслихаты от имени президента Туркменистана от себя лично и туркменского народа выразил соболезнования родным и близким погибших. Национальный лидер туркменского народа в качестве символа незыблемых туркмено-иранских отношений, дружбы и братства сделал запись в книге соболезнований. Состоялась встреча посла Туркменистана с премьер-министром Грузии. Стороны обсудили торгово-экономические связи, сотрудничество в промышленности, транспорте, энергетике и культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание уделено роли межправкомиссии. В Ашхабаде прошла научно-практическая конференция, посвященная реализации новой государственной программы комплексного развития биотехнологий. Представители научно-образовательных структур обсудили развитие биоиндустрии, выращивание лекарственных растений, роль биофармацевтики и биотехнологий в зеленом производстве и биоэкономике. Участники подчеркнули, что программа объединит ученых для повышения научной составляющей биопромышленности и стимулирования зеленых инноваций. Министерство охраны окружающей среды Туркменистана утвердило новые правила охоты. В правилах регламентированы сроки, места, методы и нормы охоты на диких животных и птиц. Установлены требования к охотничьему снаряжению и меры ответственности за нарушение. Право на охоту имеют члены общества охотников и рыболовов при наличии документов, а также лица с разрешениями. Надзор за соблюдением правил будут осуществлять должностные лица министерства и инспекторы общества. Новые правила призваны обеспечить сохранение и рациональное использование охотничьих ресурсов страны. В МИД Туркменистана прошла встреча с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым для обсуждения подготовки к предстоящему в Ашхабаде заседанию Совета глав правительств государств-участников СНГ 24 мая. Стороны рассмотрели организационные вопросы проведения мероприятия. Была подчеркнута значимость эффективного взаимодействия в рамках Содружества. 90-летний скульптор из Денвера Эд Дуайт стал новым рекордсменом по возрасту среди космических путешественников. Дуайт совершил суборбитальный полет на корабле Blue Origin вместе с 5 другими пассажирами, в том числе предпринимателями из США и Франции. До него рекорд принадлежал актеру Уильяму Шетнеру, побывавшему в космосе в 2021 году. Власти Китая взяли курс на борьбу с демонстрацией роскоши в социальных сетях. Крупнейшие национальные платформы отчитались об удалении контента, пропагандирующего богатство и поклонение деньгам, постов о дорогих машинах, элитной недвижимости и беззаботной жизни. Были заблокированы тысячи публикаций и сотни аккаунтов. Эти меры являются частью кампании по очищению культурной среды интернета, инициированной в 2016 году. Борьба с демонстрацией богатства ведется не только в виртуальном пространстве, но и в реальной жизни, в том числе в свадебной индустрии. 22 мая знаменитый туркменский боец смешанных единоборств Давлетжан Яхшемурадов празднует свой 35-й день рождения. Уроженец Чаржовского и Трапа-Либабского вилаята с детства демонстрировал талант к единоборствам. Свой первый титул чемпиона Туркменистана по карате Яхшемурадов завоевал в 11 лет. На профессиональном ринге Давлетжан дебютировал в 2012 году и прошел большой путь от малоизвестных региональных промоушенов до статусных мировых организаций. На сегодняшний день в его послужном списке 22 победы, 7 поражений и 1 ничья в профессиональных боях ММА. Не теряя время, именинник активно готовится к очередному рейтинговому поединку против камерунца Симона Бийонга, который состоится 22 июня на турнире PFL 5 в Солт-Лейк-Сити. Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера Челси. Аристократы расторгли контракт с 52-летним аргентинцем, рассчитанный до конца сезона 2024-25. Почеттино возглавлял Челси с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 10 раз сыграла в ничью и потерпела 14 поражений. Ранее в своей карьере аргентинец тренировал ПСЖ, Тоттенхэм, Саутгемптон и Эспаньол. По итогам сезона 2023-24 Челси занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.